Ребята, всем привет! Ну, сразу, наверное, начнем с того, что сегодня 9 июля, день рыбака, братцы. Естественно, где я должен его справлять? На рыбалке. Приехали, ребята, на галечку. В этом году здесь уже был. Ну, по лещу что-то плоховато было по фидеру. Поймали щук на закидушке. Ну, решили сегодня попробовать. Сегодня с Мишанькой. Долетели, ребята, с ветерком. Хорошо, без всяких ударов, стуков. Такая загрузка у нас. Снасти туда-сюда, бензин там, продукты. Без палаток, без ничего. Будем балдеть, кайфовать. Завтра спиннинг. Погода, ребята, неважная. Вчера дождь. И у нас всю неделю по прогнозу дождь. Сегодня как будто без дождя. И с утра опять же дождь. Ну, короче, прям надо было 100% рвать когти. Попадаемся, посмотрим. Посмотрим грибов, веников соберем. Короче, что-нибудь замутим. Ну, а так планово будем отмечать день рыбака сегодня здесь. Даже солнышко выскочило. Хорошо, вода поднялась, друзья, после того раза, когда я здесь был. Я где-то сидел даже вот там. Вода, вот смотрю, порядком на метр. Ну, естественно, по длине, не по высоте поднялась. Ну, короче, посмотрим, братцы, что, как будет. Время у нас, времечко. 44 минуты. 3-го выехали в 2, за 40 минут долетели. Пойдет. Огонь. Так что всех с праздником, братцы. Всех причастных, всех достойных. Большое здоровья, всех трофеев. Сами знаете, что к чему. Фух. Красота. Не знаю, ребята, прям, ну, душа прям радуется, что вот реально чисто. Понятное дело, что вот кидают в костер, сжигается все это дело. Ну, гладут раз, что вот реально свиньи превращаются в человека, походу. Может, не зря, ребята, постоянно говорю и показываю, что увожу за чужими мусор. Немножко свиньи вот эти превращаются в людей. Это очень радует. Потому что место здесь доступное. Помимо мотора на лодке можно приехать на машине. Как бы и ну, бывает, что сюда приезжаешь и охреневаешь. А так вот, в общем, прям порядочек такой. Ни бычков, ничего. Ну, понятно, вот этот стекла там полили. Ну, как минимум, все сжигается. И это прям на удивление очень приятно. Что вот как-то так. А у тебя крючочки какие? У меня 11 номер. Ну, это ничего не говорит. У меня, вот, допустим, 1.6 стоит. Ну, там какая квалификация у тебя? У меня на повышение. Ну, то бишь от одного вверх пошло. Ага. А у тебя наоборот, да? У меня наоборот. Так, сразу все достанем и готовим. Не 4, он сколько? Он, наверное, 360. 360 федер? Вот такой это. У меня трешка, но 360 вот на Волгу ездил, с трешками там делать нечего. А у нас, как бы, сам видишь. А, вру, 390. У меня Миша в Шаланду это увидел. А что это, говорит, что такое? Удочка? Я говорю, да. А как ты им нахер рыбачишь, говорит, таким длинным? Я говорю, блядь, такое и надо вообще-то? Да. Я вообще хотел 4,20 брать.
Да, посмотрим, все, он уже Фига. готовый. Блин, реально, смотри. Да. Короче, Миша, ребята, как базу. Комбикорм сейчас. Я первый раз такое вижу, отвечаю. Потому что я это только. На, держи, италикс, черная. Это кто? Сегодня на италиксе будем балдеть. А я вот делаю пшено. Вот можешь госточку кинуть даже. Ну вот кидай. Италикс черная. В этом сезоне, ребятки, хочу вот эту попробовать. Прям хочу купить сюда. На мне одной пачки хватит. Вторую вон. Так она сейчас этот еще, подожди. Ой, дал. Он еще разбухнет. Она усиленный ароманизатор, ну, то бишь, сильно вонючая. Ну, вода уже прогретая. Так что... А рыба уже перешла на эти, не естественные приманки, а вот именно на кукурузы. Это еще когда вода холодная, она естественную приманку жрет. Личинки, Ну, да. червей. Сейчас уже вонючки работают, согласен, да, с тобой. Подержи. Шоколадненько было сделано. Ну, вроде красивенько. Я обычно пшено как базу делаю. А у меня как база пошла комбикорм. Ну да, слушай, не, я просто я удивился, что он так быстро вообще. Превратился в кашу. Да. Чуть-чуть водички надо пахнуть. Ну я прям с водичкой еще шану прям. Кукурузку? Да. Туда и. Да, с водичкой. Всё. Ладно, пачушку оставим на резерв. Мало ли у кого там что там хватать не будет. Забодяжим. Ну слушай, да, нормально. Темная прикормка, короче, на шаре маркируется, ищет бровочку. Туда-сюда. Мишка так по фидеру не любитель. Сегодня так, поехали, говорю, кайфовать. Ну вот сейчас один нашли, уже бровку встал. Но я свои, ребята, собираю. Так, что у нас сегодня? Показал по прикормке, ребята, италикс черная. Такая вонючая, прям жестко. Пару аттрактантов есть, кстати, можно туда залить мотылек, медик и ракушка. Вот. Сегодня на трешках 3,60 не стал брать длинные. Опарик. Ну и все, в принципе. Собираем. Ну и взял, ребята, пару закидушек на хищника. Попробуем. По катушечкам, ребята. С прошлой рыбалки, когда был с Васильичем, у меня 5500 закончилась. Сломалась. Это вот у меня шимановская была под спиннинг. Я брал ее. Ну, пришлось взять 3000, но она такая оборотистая, 10+1 подшипник. В принципе, пойдет. Шнур, правда, такой салатовый. Под фидер, ребята, старайтесь брать шнур болота или там зеленый, темный. А если нет, то вот метр от кормушки просто маркером затемните его. Сейчас я прикормкой затемню, чтобы сильно не выделялся. Под спиннинг, да, можно и салатовый, и всякие разные брать. А вот под фидер на мирную рыбу старайтесь брать темного цвета. Если не получается, маркером просто затемняете метр-полтора от кормушки, чтобы не так шугалась рыба. Сейчас я его попробую прикормкой затемнить. Ну, со временем понятно, что он сам затемнится. У нас реки грязные, такие мутные. Ну, воду пьем, в принципе, ничего страшного. Как обычно, друзья, патерностер. Блин, связь проскальзывает даже какая-то. Телефон сразу надо закрыть. Ну, короче, все по старой схеме. Посидим ночку, побалдеем. Взяли бутылочку за праздник. Завтра делишки поделаем, грибочки посмотрим. Веники домой соберем на баню. Потроллингуем. Ну, короче, трешкой попробую поставить, ребята. На фидер все же надо катушку немного помощнее, чем 4000, 5000. Как-то так. Так, ну что-то бровочку какую-то вроде обнаружил, ребятки. Сразу 2 мотка делаю, потому что слетает. Вот такая, да, злая. Ну, в прошлый раз мне здесь не понравилось, блин, с этой бровкой.
Там на эти бровки какие-то ветки. Что у нас получается? Раз. Раз. Вот такой дальненький, да, получится. Вот она. Видите, ребятки? Вот она, намотана, говорит, да? Короче, сегодня буду две бровки искать. Этот намного ближе сделаю. Намного ближе сделаю. И буду две бомбить. Ну, плюс еще Мишанька сбоку сидит. Сейчас, в общем, должны разобраться. Так скажем. Почем в Одессе рубируют. Опа. Почем в Одессе рубируют? Сейчас посмотрим. Водичка, ребята, 21 с половинкой градусов. Раз. Погнали. Трехтысячная. Ну ничего, пойдет. Шимана. Китайская Шимана, ребята. Кто ты, воин? Сорожка. Сорожка. Так, сразу, ребятки, заряжаем на щуку. Раз. Готово. Так, друзья, ну что, выставились вроде как нормально. У Мишани вообще сорога там нормально лупит. Тут пока так, вроде как будто не зацепляемся. Ну и нормально. Че, перекусим 100 грамм, ребята, праздник, за праздничек. Там баланчик такой, сейчас там полянку накроем. И будет хорошо. Да, конечно, Мишань. Все же этот. Все по красоте, как говорится, держи. Я вспомнил, как в лавовских временах. На камнях там. Костер забывать, стой. О, друзья, по коньячку. Чаечек. Ну, Мишаня, как обычно, сало. Килограмм. Ну, как нарезает надо сало, да, Миш? Нарезал, так нарезал. Сумка разваливается уже у меня. Бедолага. Походная моя. Так, а что нам тут надо? Нам тут надо шоколада, да? Кружки, ложки, поварешки. Слушай, ну такой ножик даже не мед, помидор режет. Ну, так и должно быть. Хлеб там. Что ты с Коктебеля перешел? А не было. Не было у нас тут в деревне, сам знаешь. Так-то да, но вот этот вроде тоже неплохой. Она мне еще с витрины дала. Я говорю, о, там еще и выдержка, говорю, у вас тут своя, блин. Тут, говорю, 3 года. Сколько тут? И там 7. И там 7. Так что, говорю, вообще тут душевно. Вот смотри, аж пыльный, понял. Такой А где ты покупал? Это в Велене. Ой, там всегда оно. Там только такие напитки ты да я, да мы с тобой. На. Ну давай. За рыбалку. Да, с праздником. Мочу садок, друзья. Сорожка попалась. Хорошенькая. Такую заберем. Такую заберем. Ну, пускай здесь плавает на течение рыбка.
Погодка, ребята, прям шикарно распогодилась. Солнышко под вечер. Ну, хоть вечер, ночку пободаться. Потому что утром дождь обещают. Ну что, сорожка вроде поклевывает. С бровкой вот с этим не могу разобраться. Один, блин, цепляется куда-то. Сейчас стал за нее бросать. Посмотрим. Ну, надо вот как раз определиться, чтобы уже кормить. Мишанька тоже там сидит. Плотвичку ловит. Ну что, поставил на щуку. Как обычно. Нормально. Пойдем-ка еще по рюмочке. Сейчас он этот стал вставать. Этот начал убегать. Там же камни получается. Где-то вот цепляются. Ну, вот этими пулями. Я пробовал железными сделать. Они в камень залазят. Ну, Мишаньки, Вот это вся рыбалочка. ну, сорожки такие пойдут, да, пивные. Блин, я думал за 3 бухала, ну. Ну, я тоже думал, блин, тут... Да, как он прям. Опа. Кому-то не наливать уже, походу. Сейчас, Мишаня, садок плотвы надолбит, слышишь? О, уже ништяк. Пойдем шпроты делаем. Дринь? Вот такого хочу. Вроде не вечер, такой поздний, ребята, но уже вот брат-пискарь вышел. Кстати, перешел на 8. Они, ребята, почему-то очень тонкие, прям как крючочек, очень тонкий, такой прям вообще огонь. А парика прям сажает. Красота. Вообще бомба крючок, конечно. Вот такой, если что, ребятки. Это не реклама, просто вот тоненький. Прям вообще на мотылька там пойдет. Но у него такой объемчик есть, как под кукурузу тоже пойдет. Класс. Блин, вообще огонь. Так, друзья, ну что, 8 вечера, сели потихоньку балдеем. О, у меня подлещик какой-то. О, ребятки,
Нормально, пацаны там балдеют. Ты не в тот судок кидаешь. Не тот садок, да, Миш? Такое дело. Раз. Что-нибудь да выкормим, по-любому. Ну, на фидер вообще, на фидер, ребята, без рыбы никогда вообще не уезжал. Всегда что-нибудь ковыряешь на сковородку 2-3, на засолку, на котлеты и так далее. Это всегда было такое. Фидер рыбалка такая, она без рыбы никогда не давала. Потому что кормишься. Потому что кормишься, вот и все. Маленькая горелочка выручает. Раз. Опа. 3. Что, поймал, да, Миша? Маленький подлещик. Маленький подлещик. Маленький подлещик. Тут чайничек у меня. Кастрюлька такая. Вот это кастрюльки и замутим. Опа. Ну, у нас упадет. Че, Мишань, кого там опять дернул? Я. Колося. Карася? Подлецы, кустера. Ну, подлещик. Написано огонь. Вы, конечно, ребята, не обессудьте, но огонь здесь огнем не пахнет. Ну, слушай, это надо все туда обратно погрузить. Ну, сейчас погрузим. Давай посмотрим, да? Да, вот здесь, короче, перловочка. Мясо. Ну, мясо кусочки хорошие, базара нет. Перловочка, морковочка, огурчик есть. Это же рассольник. Все дела. Но мяско такие, да, базарные кусочки хорошие мяско были. На перловке было больше. Слышь, это говорит. Ближе к вещи, короче, когда мы его будем пробовать, мы вам расскажем. Ну да. Горячий, наверное. Да? Ну, рассольник. Да. Да? Нормально пойдет. Пойдет. Здорово. Под 50 грамм пойдет. Пойдет. Ты накапал, да, Миша? Конечно. Что ты намажь мазиком, намажь, подожди. Давай. 50 грамм. Ложка рассольника. Но честно и сразу надо добавлять своей соли. Там соли мало. Солечки добавить, да? Угу. А так-то что, можно кушать? Можно? Ну заебал, ну не мешай, ну я уже выковырил. Или что, тебе целую ложку зачерпнуть будешь хавать? Андрюх, будешь хавать, не? Ну и сюда, пули.
И нахуй всё, блядь, всё. Да ебать, ну только вычерпал, блядь, один хуй куда пидор мой залез. Есть, да? Не уборщики, но есть. Не уборщики, говорю, но есть. Вот такой, ребятки. Ну бы нахуй, все. О! Кипец, кипец и кипец. Добрейшего, ребята, утречка. Ну, как-то так. Как-то так. Время 2 часа, 3 уже. Даже попытались немножко перекимарить. Немножко. Ну так. Потому что не клюет вообще. Вообще не клюет. Ну все же, что-то даже подзамерзли, развели костерок небольшой. Блин, лето, ребята, а костры разводим, потому что из-за того, что холодно. Немножко согрелись. Забодяжили кружечку четкого. Блин, ну кружка вот это реально, ребята, блин, класс. Не топлю, конечно, там за каждого, то что прям утверждаю, но, блин, она и как будто и пьешь, и ешь одновременно. Это вообще класс. Огонь. Что у нас? 3 час. Попробуем побросать. За ночь пару ляпок. Один сход, правда, был. Камеру не включал. Ну и все. В принципе, и все. Не знаю, что творится, почему вот вообще. Не знаю, в этом году как-то все тоже по-другому. Ну июль вот именно прям в это время, как будто бы, да, у него такое затишье, потому что вода нагревается. Погода стояла, как-никак неделя. И что-то как будто он тоже немножко в ожидании. Опять же был вчера дождь. Не знаю, ребятки. Как лучше, короче. Надо просто пробовать.
Ладно, что, побросаем. Погнали. Ведерко его хопа. Кинул и все. Подлец. Лаврушечка. Ну как-то так. Все это мелкая лаврушка. Все это мелкая лаврушка. Что, второй что ли? Подряд. Ну, сорока какая, ребята. Батончик. Ну, ну какая. Кобылка, блин. Утро начинается, друзья. Это уже сидит, стопудово. Шазам. Что, косачник? Походу. И по пояс в воду. Да? Кого там нету. Кормушку-то надо косачника вырвать. Ой, ой. Лэш. Тут лежь, да? Это лэш. Давай. Так, друзья, ну что, доброе утро. 5:45. Отсидели, отбодались, еще пару подлещиков попалось. Что там по мелочи еще так. Ничего интересного. Соседи, которые там были у нас снизу, короче, тоже сейчас приходили. Ничего интересного. Восток дело тонкое. Ветер восточный меняется. Через 5 часов, ребята, через 6, наверное, уже будет. Ой, через 5, через 4, наверное, уже будет дождь. И он будет неделю. Представляете? Просто будет неделю. Погода на севере меняется у нас. Короче, лето как и не было, так и не будет. Мальца успели загара хапануть. Ну, это, естественно, по рыбалке. А так... Даже не знаю, ребята, что можно будет потом придумать в такую погоду. Какие-то выезды. Котлеты. Котлеты. Так потихоньку с каждой рыбалки собирается, и скоро уже будем размораживаться. Ну вот, с каждой рыбалки чистим, ложим в морозилку, чистим, ложим в морозилку, а потом просто партией размораживаем и кручу котлеты с салом 50/50. Вот такие котлеты получаются. Ну, с Мишкой хотим сейчас зайти в лес,
полчасика погулять. Может, грибов соберем, посмотрим. Подберезовички. Он чистенький. Идет. Кстати, хотелось показать, ребята, как выглядит береза уже давно, когда была содрана кора. В прошлом году я показывал ролик, когда я снимал кору с березы. Ну, у нас печное отопление, мы кору собираем, потом сушим ее и разжигаем, получается, печки зимой, чтобы без проблем. Вот видите, ребята, вот потемнение такое, это вот человек обрезал, сделал надрез, и весной, когда кора слазит, она слетает прям идеально. А какой вред я нанес урон деревьям. Меня там очень сильно оскорбили, что я изверг какой-то. Ну, в общем, смотрите, ребята, на этом месте вот даже растет мох, так вот потемнение. Но береза, ребята, существует, и ничего ей не происходит. Также она цветет, пахнет, просто уже без коры. В общем, вот не такой у него, ребята, обряд. Видите, вот со стороны, вот видите, это очень давно снималось. Она просто вот такая. Она даже такая вот, даже здесь как будто новая кора у него, как будто даже вылезла. А вот это свежая. Это вот, друзья, совсем недавно. Ну как недавно, ну может год, 2, 3. Вот. Выглядит вот так. Получается. Так просто доношу, чтобы многие понимали. Видите, вот она просто темная. Вот так становится. Вот, допустим. А это вот старые именно. Да, конечно, береза некрасивая. Ну, возле каких-то там, он видно, кто-то жестко прям прорез сделал. Такой прорез даже жесткий не надо делать. Ну, возле каких-то там населенных пунктов, парков, там, естественно, такого не надо делать. Ну, потому что, ну, красота, да, конечно, березки портятся. Но береза растет, ничего страшного. Никакого вреда ей не наносится. Учитывая того, что как валят лес, как его забирают полностью. Это, мне кажется, мелочи жизни. Но это деревенская система, ребята. Так, понятное дело, что многие этого даже не понимают, не знают, и никому это не интересно. Но в деревнях люди живут и растапливают печки. Грибов не особо, друзья. Так, погуляли. В общем, будем сматываться, ребятки. Осталось 1,5 часа до дождя. Как будто бы, если не обманывает. Да и уже видно, что все захмурилось. Короче, собираемся, друзья, быстренько. Надо проваливать. Так, прикормку не буду я замораживать. Тут еще осталось немножко. Ладно, покормим. Так как сейчас пока не планирую. Морозилку забивать не буду. Помоемся. Помоемся, помоемся. Помоемся, помоемся.
Давайте, живите. О, килограммчик есть, да, Мишка? Ну да. Красавчик. День рыбака отмечен, нормально. Все как нужно. Ну и у меня, в общем, друзья, на котлеты не клевало вообще, в общем. Рыбейка. Ну, котлеты накопили. Будем делать. Заправочка. Заправочка. Так, ну чё? Ну что, отходим, все-таки Мишаня уболтал, говорит, давай пройдем пару берегов, обрывчиков. Так, с пенечком пройдем, мало ли щукарек какой-нибудь. А чайки уже все, сразу уже все, погнали. Там мелкая рыба валяется. О. Ничего не пропадает. Че, Мишка, что ставишь? Вот такой, да? Куда я делал? А, вон висит. Понял. Так, ну я, наверное, что? С какой стороны? Как обычно. Ну я с этой. Я же, мне вот так удобнее же. Я вот такого поставлю. Я белого поставил. Суёки. Селедка? Суёки. Хорошая воблера, кстати. У меня с белым проблема, у меня вон. Видал? Лопата. Что-то думаю, блин, не то. Не то пальто. Достаю, лопата отбита. Суёки. 130-й. Ну, с такой скоростью слышно? Не, чуть поменьше, наверное, даже. Ну, да. Ну, по-любому. Мишанька зацепил. Мишанька, что, сакую или так возьмешь? Так возьму. Не возьму, значит, не мое. О, короче, все понятно. И под килограмм. Мишанька тут что-то лютует сегодня. Где ты там? Ладно, за жабру, блядь, зацепил. Поперек как-то хапануло, да? Ну, идет. И там даже не килограмм, блядь. Да, он отцепил. Мишанька, короче, в ударе сегодня, ребятки. Воблерок, значит, работает. Кислота. Что там, Мишань, маленькая, да? Или окушок даже? Я не знаю, что там. А, понял. Ой. Аж страшно. Ну смотри, воблер работает, понял. Значит, кислоту надо браться ставить. Будем по кислоте ударять. У меня вон есть там тоже такой. Попробуем. Правда, два одинаковых, ну ладно, что. Почему рассветы-то разные? Поехали, Мишенька. Вот такого апельсинчика, лимончика зарядим. А вдруг, да? Ну, там, слушай, там точно такая же. С воблер. Ну, слушай, кислота, ребятки, работает, да. Вот погода вот такая. Да, щучка. Давай, отваливайся. Сама две губы пробила. Нет, одну.
Слушай, ну труба, конечно, щукарь, блин. Тихо, мать. Давай, растите, вырастайте, девочки, вырастайте. Только растите. О, слушай, пойдет. Идет, да? Да, подожди, братан, не спеши. Сейчас намотаю. Ну, не зря тут эту зеленочку бахнули. Пойдет. Уже так, похоже на щучку. На жарежку. Месть фидеру. Да. Месть сегодняшнему фидеру. Смотри, Мишаня, катушка сломалась, короче. Все. Ну все, я оттащить не могу. Бодайся до того. Не сдавайся. Опа, смотри. Дал. Ага. Будем вручную, короче, брать. Тогда что потом делать? Да, сидит, да. Короче, ребята, щуки бьют так, что аж Крупная? катушки ломают. Да нет, не пойму. Хорошая. А пойдет, как будто, да. Сейчас, короче, сразу Мишка бери, потому что если она сейчас дернет, я ее буду отпускать. Катушка сломалась, охренеть, блин. Все, друзья, на базе прибыли. Вроде и под дождь даже не попали. Времечко у нас 9 утра. Немножко побаловались с троллингом. Ну так, не крупная щучка. Там добавили немножко каждому по 2 щучки, нормально. Вот такой фидер, друзья. Такая рыбалочка. Ну, в целом, с Мишанькой посидели. Отметили день рыбака. Нормально. Впереди, ребята, сезон, так скажем, дождей. По прогнозу, как будто целая неделя, плюс-минус. Так что не знаю, какую рыбалку замутить, что придумать. Ну, что-нибудь придумаем. Все, ребята, всех обнял. Пока.